Елена, давайте вы для начала расскажете, что такое ваш сертификат и что вы делаете в Бишкеке. Ну, если сначала про сертификат, то сертификат МСС, мастер-коуча, это международный сертификат, признается во всем мире, и сдается очень сложный экзамен в присутствии очень известных и сильных коучей, профессионалов, да, и они подтверждают твое мастерство. Таких коучей немного в мире, я очень горжусь своим званием. А что я делаю в Бишкеке? Вместе с Айнурой мы уже сотрудничаем достаточно давно, уже 2-3 года, да. И есть такой план у Айнуры, и я очень рада, что такой план возник, привести коучинг в Киргизию. И не просто принести, а дать возможность коучингу быть некой такой, может быть, философией коммуникации. Потому что коучинг – это гораздо больше, чем профессия. Коучинг – это такая современная, научная, обоснованная профессия, которая собрала лучшие такие информационные пулы из психологии. Вот все то, что набрала психология за предыдущие опыты свои, за предыдущие годы, все есть в коучинге. И коучинг – это совершенно уникальная такая коммуникация, которая дает возможность людям развиваться в разговоре. Коучинг – это партнерский диалог. И в партнерском диалоге люди могут раскрыть свою мудрость и позволяют раскрыть мудрость другого человека. А в совокупности две мудрости – это как эффект синергии, гораздо больше, чем 1+1, там гораздо больше получается. И вот при раскрытии этой мудрости происходят совершенно удивительные такие фантастические вещи, люди достигают результата в разы быстрее. И научиться в партнерском диалоге общаться со всеми вокруг – это вообще такая сверхзадача, мне кажется, современного мира. Много сейчас говорят о том, что сдвигается парадигма у человечества. Технология так быстро развивалась, что человечество просто не успевает ее догонять. И у нас очень много внутренних конфликтов из-за того, что мы перестаем коммуницировать друг с другом. Вот есть такое понятие кризис коммуникации, кризис власти. Да, мы действительно коммуницируем по прошлому, а люди уже другие. Информационные технологии, они нас очень быстро развивают. И у нас такая внутренняя самодостаточность, у нас ощущение своего авторства. А с нами разговаривают авторитарно, нам приказывают, нас заставляют. И, естественно, у человека есть некие внутренние сопротивления. А при внутренних сопротивлениях он не результативен. И вот когда в диалогах с человеком разговариваешь, вот как раз раскрывается его авторство, раскрывается его внутренняя свобода, он высокорезультативный человек, и самое главное, он готов договариваться. Поэтому вот эта философия коучинга, она, мне кажется, является такой, возможно, не знаю, панацеей в какой-то степени, да, возможности вывести вообще все человечество на новый уровень через коммуникацию. Я, может быть, так слишком много на себя беру, когда говорю об этом, да, но у меня внутреннее убеждение, что это работает. И не просто работает, поскольку я в профессии очень много лет, с 2002 года в коучинге, и у меня огромное количество клиентов, партнеров, я сопровождала огромные организации, и вот мне посчастливилось работать с целыми странами, я вижу, какие изменения происходят в людях, я вижу, как это срабатывает. У меня вот твердое убеждение, что это действительно очень полезно. В Кыргызстане от вашего визита? В Кыргызстане от нашего визита ждать, мне кажется, что любопытство, во-первых, потому что мы понимаем, что люди, они смогут оценить свои возможности только тогда, когда они увидят для себя пользу. И вот наша задача сейчас просто рассказать об этом. И когда у людей появится интерес, когда они действительно попробуют какие-то инструменты, и когда они увидят, как они работают, то я думаю, что вот в этот момент мы поймем, что вот первую свою задачу, первый шаг мы свой реализовали, мы его выполнили. Ну а дальше я надеюсь, что Айнура... Есть интерес, Айнура? Да, Наталья, я сначала еще дополню то, что вот вы вопрос задавали, то, что Елена уже озвучила. Значит, у нас каждый год, восьмой год подряд, мы празднуем Всемирный день женского предпринимательства, который празднуется в более 140 странах мира.
в передовых экономиках. Ну, и я очень рада, что Кыргызстан гордо присоединился 8 лет назад, и мы со всем миром празднуем этот Всемирный день женского предпринимательства, который на самом деле является площадкой продвижения этой идеи, усиления экономического ресурса. Здесь не сколько мальчик-девочка, это действительно экономический ресурс для нашей страны, сел, городов, семей, личности. Это возможность уменьшения бедности в нашей стране, которая растет с каждым годом. Это возможность раскрытия потенциала людей. Вот мы всегда же говорим, что в Кыргызстане самое главное – это люди. Вот чтобы усилить потенциал, нам нужно экономически продвигаться, раскрепощаться в какой-то мере и себя реализовывать максимально. В этом году у нас Всемирный день женского предпринимательства празднуется 17 ноября в Шератоне. В соцсетях есть вся программа. Программа бомбическая. Будут невероятные розыгрыши. И вообще ВЭД будет проходить на очень высоком уровне. Но в этом году мы решили не только чествовать и радоваться за женщин-предпринимателей со всей страны. К нам приедут с регионов очень много женщин-предпринимателей. Будут все наши партнеры. Будет кабинет министров присутствовать, министр экономики, потому что у нас принята программа, и мы хотим усилиться и действительно совместно, только в партнерстве, реализовать нашу программу. Поэтому это очень важный день в этом году, но мы пошли дальше. Мы решили, что мы не только будем праздновать, но и давать прикладные возможности для женщин, для людей. В регионах мы провели очень много мастер-классов по маркетингу, по инновационным методам, по автоматизации, ну и так далее, и так далее. А в Бишкеке мы выделили один день специально, сегодня, кстати, 16 ноября в Шератоне с часу дня до 6:30 вечера будет целых 2 мероприятия. Первое мероприятие – это круглый стол, где все партнеры, донорские организации в том числе, которые поддерживают менторские программы или собираются поддержать с 2023 года и уже заложили в план мероприятий, потому что менторство, оно заложено в госпрограмме, что его нужно масштабировать, что это один из самых эффективных инструментов для развития предпринимателей, хоть мальчиков, хоть девочек и так далее, в регионах, в городах, любой сектор. Поэтому сейчас такой тренд у нас в Кыргызстане, я очень рада, прям вот фокус на менторстве усилять на кыргызском, на русском, в регионах, в разных секторах. И у нас появляются новые виды менторства. Вот сегодня мы все это будем обсуждать. И мы пригласили Елену, поскольку она ведет менторские программы совместно с ИБРР во всех странах Центральной Азии. Плюс у нее огромный другой международный опыт. Но самое главное, я лично увидела, как усиляется менторская программа, когда ты вкрапливаешь, хотя бы чуть-чуть коучинговые инструменты, просто невероятно. Вот я Елене похвасталась, моя коучи в Казахстане, я как коуч работаю за пределами Кыргызстана, в том числе у меня очень много клиентов, это и центральные банки. Почему это... за пределами? Потому что онлайн можно работать. Или потому что нет потребности здесь? Нет, у меня, знаете, Саша была клиентка, я очень рада, да, прям очень рада. Она говорит, я прям покупаю у вас пакет. И для меня это большая гордость. Потребность есть, просто, может быть, она где-то до конца не сформировалась, не приобрела четкие формы, но потребность уже есть, поэтому мы пригласили Елену, чтобы она четко рассказала, что это такое, для чего этот инструмент, что он дает, вот, и познакомить людей, потому что когда я решила, как вы говорите, открыть новую ипостась в своей жизни почти 2 года назад, вот я обучаюсь и тоже иду на PCC ICF, я вот скоро буду сдавать очередной свой очень важный, сложный экзамен на следующий уровень по международной сертификации, буду бизнес-коучем. Так. Вы хотели сказать, что... И вот, у меня одна коуча написала из Казахстана. Она предприниматель, причем такая крутая, из Казахстана. И она написала, что они с Менти в менторской программе поставили себе цель за 7-8 месяцев удвоить обороты компании. Но благодаря тому, что в BRD в Казахстане был вкраплен коучинг, и я была для нее коучем, она поставила другую цель в 4 раза, потому что она нашла внутренний свой собственный потенциал
и собственные возможности четко и правильно, объективно и реально определить цель. И в результате она сделала даже больше, чем в 4 раза. Только потому что коммуникации. Это экономически показали. Когда мы говорим бизнес-коуч, это не просто какие-то инструменты, там, поговорить, да. Самое главное вот это партнерство, и самое главное это результат. Это всегда на результат, который замеряется, измеряется и достигается. А можно пример? Какой-то вот конкретный пример? Вот, я привела. Нет, пример вот той самой коммуникации. Как это происходит? Как да? это происходит? Наталья, знаете, вот я могла бы, например, сейчас там, с регалиями со своими разговаривать по-другому. Я вот, например, говорю, знаете, коллеги, у меня есть вот такой интересный инструмент, и я и вам предложу. И вот как только я так заговорила, у вас есть такое ощущение, что что-то внутри сжимается. Вот есть Я некая... так разговариваю. Нет, Наталья, я не верю. Вы с нами так разговариваете по-партнерски, да. И вот в этот момент... Вот оно что. Вот оно что. Да, ну, в тот момент, когда я начинаю разговаривать как вот такой очень умный человек, который разговаривает с менее умным человеком, да, у другого человека возникает сопротивление, он не хочет общаться, он замыкается, у него нет интереса со мной общаться. Но если я разговариваю как партнер с человеком, да, я уверена, что в нем есть информация. И самое главное, что действительно в каждом человеке есть информация. Вот каждый человек может поделиться уникальной информацией. Я обогащаюсь при помощи другого человека. Вот если обращаться сразу к человеку как к партнеру, человек раскрывается. Но это маленькая-маленькая такая вот информация из коучинга. Вот самое главное – разговаривать как партнеры, уважать другого человека, который находится рядом с тобой. Вот априори, заранее, зная, что этот человек интересный. И оказывается, это очень сложно. Вот. Я хотела сказать. То есть, представляете, это же привычка, сформированная годами. Убеждение, конечно. Да, и как только теряешь контроль, все, ты возвращаешься к тем своим заводским настройкам, начинаешь смотреть сквозь очки умным взглядом. Как бороться? Да, да. Но мне кажется, здесь, знаете, в психологии есть такое понятие ассертивность. Вот чем больше я устойчива в своей уверенности, что вы хороший, тем больше вы становитесь хорошей, тем больше вы становитесь партнером. Я очень часто, поскольку работаю с топами, вот первая встреча с топами, когда я встречаюсь с человеком, который собирается со мной сотрудничать, первая встреча обычно такая демонстративная, когда мне предлагают какое-то место просителя, когда человек занимает очень такую позу и говорит, ну давайте, о чем вы там со мной будете разговаривать, да? И я же не собираюсь его воспитывать, я просто остаюсь очень ровной, уважительной, да? Я говорю, да, хорошо, а скажите, а можно мы, если удобнее разговаривать, может быть вот такое пространство займем, как вы к этому отнесетесь? С огромным уважением. Остаюсь в своем состоянии уважения и партнерства. И у человека потихонечку выравниваются отношения. Он тоже прост. Он тоже, естественно, говорит, ну давайте так поболтаем, вот тут рядом сядем, вот тут поговорим. А что а как вы думаете, а что вы думаете? И у нас начинается очень интересный разговор. Я могу сказать, что профессия уникальная тем, ну и даже не профессия, а вот этот способ общения. Иногда у меня возникает ощущение, что человек, который сейчас со мной разговаривает, дает мне больше, чем я ему. Когда он раскрывается, когда он разговаривает и рассказывает о логике своего мышления, да, о внутренних ценностях, о том, что он думает, о том, что он переживает, что он знает. У меня такое ощущение невероятного развития, вот ощущение такого подарка от судьбы, что я могу разговаривать с таким человеком, да, и что вот сейчас мы взаимно друг другу полезны, и что мы сейчас взаимно друг другом развиваемся. Уникальное совершенно состояние. Ну, вот как примеры. У нас особенности национального характера таковы, что женщине особенно трудно в бизнесе даются вот эти партнерские отношения, потому что у нас очень патриархальное общество, и очень многие говорят, женщина знает свое место. И очень многие женщины опасаются, что вот таким тоном они как бы наоборот навредят себе. Но знаете, вот партнерство это не значит, что женщина становится такой мужчиной. Нет, ни в коем случае. Женщина остается женщиной, она мягкая, но она очень устойчива в своем партнерстве. Ведь вот я не знаю, вряд ли оскорбить мужчину, я тоже с мужчинами работаю. Я работаю с мужчинами патриархальными, я работаю с Азией, очень много у меня проектов с Азией.
И с одной стороны ко мне относятся как к женщине, а с другой стороны ко мне относятся как к профессионалу. Вот сохранить профессиональное свое состояние. Да, я с уважением отношусь к человеку, который так много достиг. Да, он мужчина, я женщина. Да? Но когда мы не подчеркиваем это, когда мы общаемся как два профессионала, то наоборот получается очень естественный разговор. Если подчеркивать свою женственность, да, ну как я такая буду, прямо, ну такая буду. Я думаю, что разговор не получится делового, потому что наши отношения из плоскости дела уходят в отношения. Это совершенно другой уровень. Ведь мы можем находиться в плоскости дела и там разговаривать, коммуницировать, задавать вопросы по коммуникации, нисколько не изменяя свою женскую интонацию. Там, ну, а как вы думаете? А что вы считаете? А если бы это было так, а как вы тогда сделали бы? Что для вас важнее сейчас? А вот скажите, пожалуйста, а что у вас вот в опыте? Ну, как я изменилась как женщина? Как раз об этом речь, что женщина пытается быть жестче, чем есть на самом деле, как бы пытаясь демонстрировать мужские качества. Ну, не мужские качества, это неправильное слово, более жесткие качества. Ну, это вот как раз заблуждение. Мне кажется, что женщина, она остается всегда женщиной, и не надо играть чужие роли. Как только мы начинаем какие-то маски одевать, ну, если я женщина, одеваю маску мужчины, то я выгляжу, ну, как клоун. Мне кажется, остаться с женщиной, но заниматься делом, вот это самая главная позиция. Вот путаница, то, что у нас соединилось понятие бизнес и мужчина. Да? Если я пришла в бизнес, то я должна стать мужчиной. Но ничего подобного. Женщины очень легко делают бизнес, остаясь при всем такой красивой, пластичной, элегантной. Опыт. С 5 детьми, да? С мужем счастливым. Да, на прошлом форуме я совершенно была потрясена. Я даже интервью давала, большая статья вышла, я рассказывала про этот форум. Когда, да, 8 девочек, и мне женщина-бизнесмен, она показывала фотографии 8 девочек своих, 8 девочек. И она в центре, такие красивые. Сама она потрясающая красавица. 8 дочек. И она бизнесмен. И я была так восхищена, я не скрывала своего восхищения. Я говорю, я красивее фотографии в женщине, да. Женщину никогда не видела. Вообще, вот красивее фотографии такой, когда женщина окружена 8 дочерьми, и все они красивые, такие элегантные. Какая она сама элегантная, как она сохраняет эту элегантность. Это восхитительно. Вот это пример женского предпринимательства. Наша сила внутренняя, она в том, что мы есть. Вот я женщина, я бизнесмен, я есть. Вот в этом моя сила и красота. Айнура, что вы ждете от сегодняшнего мастер-класса, от форума? Какие цели преследуете? Вы знаете, когда я стала обучаться, и вот прошла 1 уровень, сейчас иду на 2 уровень, я стала искать сообщества коучей, профессиональных, сертифицированных в Кыргызстане. Почему? Потому что у нас полстраны коучи, как мы знаем, да, сейчас вот на любой страничке. Как бы это хорошо, это неплохо, но наверняка будет часть людей, которые будут искать профессиональных коучей. Потому что не все же люди идут, вернее, большая часть все-таки людей идет к врачу, который сертифицирован, который имеет навыки профессиональные и которые подтверждены документом. Да? Мы же к такому врачу пойдем, к такому хирургу пойдем. И предполагая, что часть клиентов в Бишкеке, в Кыргызстане тоже будут искать таких профессионалов, я стала искать такое сообщество. Это вот для этого. Но самое главное, я действительно хочу найти сообщество в Кыргызстане, потому что для меня окружение очень важно. По социологии мы все знаем, и по психологии, что окружение делает человека. Хотим мы этого или нет. Поэтому я для себя искала новое окружение для своего личного роста и продвижения вперед. Я очень хочу расти, мне все любопытно, я хочу учиться, я хочу владеть новыми коммуникациями. Мне просто любопытно и интересно, как это будет со мной. И с одной стороны, с другой стороны, вернуться к самой себе, потому что многое потеряно, многое задавлено, многое привнесено, а я хочу оставаться собой, поэтому я и говорю, что красоту ничем не испортишь. И это мое глубочайшее убеждение. И в этих целях я искала окружение. Пока я не нашла ни одного человека, который у нас является членом ICF. Это одна из самых, скажем так, древнейших, старейших, многоуважаемых международных ассоциаций коучей.
я пока не нашла. И подумала, так, если нет, надо создавать. Я люблю создавать. Я создавала факультет. По старой традиции вы создали сами. Да, я создала сама, пригласила самого лучшего специалиста, как всегда мы это делаем, самого лучшего, потому что таких школ много, можно поискать, найти. В Казахстане, кстати, сообщество очень большое. Позавчера мы в эфире записали интервью с моей давней знакомой Пасели. Она из Армении, она, кажется, тоже бизнес-коуч. Вот в мае сдала экзамен, она теперь PCC. И когда мы узнали, мы сказали, боже, ну, конечно, мы же с тобой одинаковые, мы вот хотим туда, мы хотим вот владеть, иметь, понимать, знать, расти и так далее. Вот. И понимаем, что пока нету такого профессионального сообщества, а хотелось бы иметь именно профессиональное сообщество, где есть профессиональные кодексы этики, это очень, для меня это очень важно, где есть международные стандарты, где есть база данных, которая подтверждается. Не просто так вот давайте вот это, а вот прям реально подтвержденная наука. Я люблю, я тоже из академической сферы, поэтому я люблю такие вот, знаете, ну, доказательную базу, апробированные методы для того, чтобы вот эту услугу оказывать на более профессиональном уровне для тех, кто хочет. От этого круглого стола я жду, что у нас менторские программы будут расширяться, потому что мы для этого очень много поработали, и теперь это стало явью. Но я хочу, чтобы эта явь была вот прям высокопрофессиональная, потому что увеличить доходы в 4 раза, мне кажется, это хороший результат. Сделать женщину гармоничной, спокойной внутри, чтобы она действительно оставалась прежде всего личностью, потом женщиной, да еще высокопрофессиональным предпринимателем с 3-4 бизнесами, и с детьми, с мужем, с кайнины, с кайнатам. Мне кажется, это очень важно, когда внутренний человек возвращается к себе или открывает какие-то горизонты, бизнес никуда не денется. Он просто автоматом будет улучшаться. Поэтому как только мы вот внутри успокоимся, найдем свободу, уважение к себе, к другим, мне кажется, коммуницировать станет гораздо легче с сотрудниками, с клиентами, с партнерами. И тогда будем... Конечно, все сразу мы не изменим, но мне кажется, вот благодаря Елене, я очень благодарю, она как партнер принимает участие в становлении нашей школы, Института коучинга и менторинга в Кыргызстане, который мы с Ириной Кэмпбелл основали. Пока это социальный бизнес. Но вот и для меня, и для Ирины, и тем более для такого гуру-коуча, самое главное – это партнерство. Партнерство и делать то, что мы можем делать. Сегодня будет мастер-класс. Что в рамках, это же очень небольшой мастер-класс. 3 часа. Да. Что, чему научатся, что поймут те, кто придут на него? Ну, главная задача, я уже говорила, интерес породить, да, и дать возможность попробовать. У меня вчера вот такая метафора родилась, что там я вкусно, например, рассказываю, но мне человек говорит, слушай, ты очень вкусно расскажешь, ну дай попробовать. Вот дать попробовать, да, на зуб, дать попробовать вот кусочек вот того, что в принципе может каждый из нас. Знаете, фантастика коучинга заключается в том, что вот, например, харизма, о которой раньше говорили, что это такое, что-то такое, какое-то, да, от Бога, что называется. На самом деле в коучинге оцифровано, и каждый вот, шаг, каждый взгляд, его можно оттренировать. Безусловно, это связано с внутренним своим состоянием. Если ты не уважаешь других людей, но захочешь потом подражать коучам, у тебя вряд ли получится. Психологи говорят, что управлять своим поведением осознанно можно только 3 секунды. Потом ты увлекаешься и забываешь. У тебя возникает все то, что у тебя внутри есть. Заводской механизм. Вот. Но если ты на самом деле захотел изменить свое поведение, тем более оно дает совершенно потрясающие эффекты. Я называю цифры, вот у нас повторяющиеся реальные цифры. Я работаю с ЕБРД, и они замеры делают каждый вот год, там вход, выход, сравнительный анализ, там контрольные группы, прошедшие обучение по коучингу, не прошедшие обучение по коучингу. И там такие убедительные замеры, ну, например, в прошлом году 90% победителей это были те люди, которые прошли менторскую программу. 90%. Потрясающе. Да, вот по сравнению со всеми. Да, да, но это вот цифры не наши даже, а замеры были такие независимые.
И по нашим замерам на один вложенный рубль возвращается 500 рублей, ROI так называемые. Да, и люди видят, что вот какая эффективность бизнеса. Вот я начал, да, что там говорить, у нас совершенно потрясающий предприниматель в Казахстане Азиза. Она говорит, я сделала следующую очень простую вещь. Вот я от вас прихожу, а у нее большая компания, продажники, я от вас прихожу и провожу по-новому совещание, разговариваю с каждым индивидуально, вот мотивацию его по-другому ставлю. Я делаю замеры. После одного разговора продажи вырастают от 2% до 5%. Только за счет одного разговора. Я делаю замеры. Вот прям вот они делают продажи каждый день, и вот на следующий день я делаю замер. 2% и 5%, 2% и 5%, вот этот разбег. То есть у меня прирост продаж только за счет одного разговора возрастает. Так вот, когда мы про мастер-класс говорим, мы все-таки думаем о том, что мы дадим возможность бизнесменам попробовать это. Посмотреть, насколько продуктивнее становится их речь и как быстрее они могут достичь результата. Как они сами внутри меняются. Вы знаете, ведь это большой подарок, когда я, например, с каждым разговариваю как с партнером. Это такой подарок мне прежде всего. Потому что у меня такое устойчивое внутреннее балансовое состояние, мне не надо играть в игры, мне не надо там наезжать на кого-то или перед кем-то прогибаться. Я в таком ресурсе нахожусь. И в ресурсе со мной человек, я вокруг себя формирую вот этот ресурсный мир только за счет коммуникации. И обычно после мастер-классов у людей такое воодушевление. Вау, а так можно? Вот оказывается, как бывает в жизни. И вот на этот вау-эффект мы рассчитываем. Если можно, я добавлю. Вот вау-эффект дать, это, конечно, хорошо попробовать. Да? Вот есть древняя пословица «лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать». Да? Вот мы даем на мастер-классе именно попробовать. Но мы, как предприниматели, вот и Елена с большим стажем, я с большим стажем, мы не хотим только дать попробовать и потом улететь и разбежаться. Мы предлагаем Кыргызстану, в частности Бишкеку, надеюсь, 2 курса после мастер-класса. Один начинается 18 ноября сразу же, и второй начинается 20-го. Это 2 разных курса. Один 2-месячный, второй 4-месячный уже с международной сертификацией. То есть и у нас уже есть желающие, которые уже записались на 4-месячном. Еще раз говорю, есть потребность. И ко мне эти люди на самом деле обращались и говорили, я хочу, мне это надо, вот я прям хочу. Поэтому мы привезли вот эти 2 курса, и они будут в формате гибридном. На обеих курсах Елена 2 дня, прям по 4 часа проведет офлайн мастер-классы. Это выпадает практически на выходные, вторая половина дня. То есть все для удобства наших партнеров. И вот. А остальное дальше уже мы с Еленой поедем в Казахстан. Там будем участвовать в большой менторской программе EBRD, делиться опытом и тоже чествовать победителей сезона в Казахстане. И Елена продолжит с нашими 2 курсами уже онлайн занятия. И еще раз говорю, уже будут сертифицированные коучи. Уже буду не я одна, а уже нас будет много. И все же, вот мы говорим об измерениях. Что получат люди, закончившие курс? Вот конкретно. Потому что сейчас, я так понимаю, нас слушают и говорят, коммуникация, общаться, да, что-то, где в маршрутке общаться, что ли, буду. Что они будут иметь? Конкретно общаться? Просто общаться? Да. Ну, можно я отвечу, Нора, да? Смотрите, ведь коммуникация тоже коммуникация рознь. И у коммуникации тоже есть градация. Есть коммуникации базовые, а есть коммуникации более высокого уровня. Так вот, коммуникация высокого уровня дает возможность человеку договариваться со всеми уровнями. Вот с кем бы вы ни разговаривали, там вы разговариваете с вышестоящим, с нижестоящим, там рядом стоящими, вы договариваетесь со всеми. Вот эта коммуникация как раз харизматика высшего времени. И с собой тоже. Да. И с собой тоже, конечно. Вот. Но если говорить, это по поводу коммуникации, какая коммуникация получится в результате, да, еще повторю раз. Вот то, что мы даем,
это коммуникация, я бы так сказала, такая эволюционная петля высшего порядка. Вот на самом высоком уровне коммуникации, которая сейчас есть в коучинге. Это многократно подтверждено. Столько написано диссертаций, не знаю, тысяч диссертаций написано. Нейрофизиологи изучают все то, что сейчас происходит в коучинге. Подтверждение есть. Вот сейчас очень активно изучают мозг. Да? И когда, например, нейрофизиологи говорят, да, вы абсолютно правы, мозг наш работает именно так. Вот он на это отзывается. Мы к этому пришли опытным путем, лучше опыта описывая, а нейрофизиологи доказывают через науку. Да, мозг работает именно в такой последовательности. Ну, например, там вот такая вкуснотинка, например, я что-то делаю плохо. Мой мозг помнит, что я это делаю плохо. Например, там я спотыкаюсь, когда вхожу в какой-то порог. Да, и вот мозг запомнил, и каждый раз я спотыкаюсь. Это мой прошлый опыт. Коучинг не работает с прошлым опытом, он считает, что это совершенно бесполезно. Он работает с будущим. И коуч обычно говорит, там, скажи, пожалуйста, а каким ты хочешь быть? Вот что ты хочешь с этим порогом? Я хочу, например, через этот порог перешагивать легко. Да, вот а представь себе, что это ты сделал. Вот что у тебя там такое? Что делает коуч? Он дает возможность человеку прожить новый опыт. А мозг воспринимает, если вот я, например, в деталях прожила новый опыт, да, мозг это воспринимает как то, что уже состоялось. Его вот так легко можно обмануть. И он в свою копилочку кладет еще и успешный опыт. А мозгу приятно, что там был он успешен. Да? И теперь вот для того, чтобы перешагнуть этот порог, вы же знаете тоже последнее открытие о мозге, что не мы принимаем решение, а наш мозг через накопленный опыт принимает решение. То есть вот у мозга есть опыт, ему он понравился, он хороший, да, и вот он принимает решение перешагнуть по-другому. Вот посмотрите, как мы обманули. А раньше мы, на самом деле, ну, я с 2002 года, мы раньше просто эмпирическим путем к этому пришли. Да, вот смотри, вот если я, например, человеку даю возможность это прожить, он совершенно по-другому воспринимает реальность. А вот сейчас доказательства нейрофизиологов. И таких подсказок очень много. Мы знаем, как работает мозг, мы знаем, в какой последовательности все происходит. Да? И вот опережая вот эти последовательности, задаю правильные вопросы, даем возможность человеку побыть в каких-то состояниях, и мозг начинает работать по-другому. Мозг начинает думать в стереотипах будущего, не прошлого, а будущего. Да? Вот каким я там хочу быть, а что я там сделаю по-другому, как это будет тогда, не используя свои прошлые ошибки, мы просто понимаем, что я так больше не сделаю, а буду делать что-то по-другому. Фантастика. То есть вы научите нас, слушателей, каким-то механизмам, каким-то инструментам, покажете какие-то инструменты, которые работают абсолютно на любом уровне. Да. Как в разговоре с самим собой, с порогом, так и с какими-то вышестоящими. Идеальными обстоятельствами. Да. А все это происходит на практике. Да. 80% практики, 20% теории, даже не теории как таковая, а обсуждения идут. Мы вкидываем какую-то информацию, да, и все говорят, да, у меня это так, или нет, у меня не так, у меня по-другому. Мы обсуждаем и потом пробуем. Можно ли быть двоечником? Возможно ли, что я не смогу усвоить эти инструменты, не научусь ими пользоваться? Наталья, знаете, парадокс в чем? Что мы все родились с этими инструментами. Вот дети, если, например, ребенка взять, он себя ведет как коуч, он задает вопросы, он очень естественный, он с огромным вниманием выслушивает всех. Вот этот навык у нас от природы есть. И когда люди попадают в среду, где этот навык вдруг раскрывается и дает бонусы взрослые, то люди испытывают невероятное количество счастья. И людей-двоечников в этом смысле нет, потому что мы все очень счастливы, когда мы используем вот эту свою природу свободы. А есть люди, которые боятся отказаться от своей роли. Ну, например, я не знаю, были у нас такие случаи, у нас учатся топы, в основном программа специально написана под руководителей. Значит, учатся топы, и вот, например, какой такой прям со звездами какой-нибудь там, очень такой прямо, он боится потерять свою роль. Как это так он будет естественным? Как это так он свободно будет разговаривать? Как это так он не рявкнет? Нет, он боится. Страх может остановить. И у нас были такие случаи, он говорит, когда нет, я дальше не пойду, это не мое, я останусь, я останусь. В своем мундире. В своем мундире, да. Но при всем при этом
был один случай, когда человек вернулся через год, говорит, нет, я чувствую, что я просто становлюсь прям мухомором. Вот я чувствую, что сейчас все уже так изменились, у него замы все прошли обучение, они говорят, там воркуют со всеми, а я не могу ни с кем договориться, я теряю управление, там люди уже подо мной по-другому себя ведут, а я не знаю, о чем они, как они так, откуда такая магия была. Раньше были такие понятные для меня, сейчас я их не понимаю, и он пришел к нам учиться. Но это был один случай. Бывает такое, что не возвращается. Айнура, что вы заметили в себе изменения? Мне кажется, вы всегда умели Знаете, разговаривать партнерски. да, наверное, я к этому шла, и, может быть, я, вот как говорит Елена, что-то сохраняла вот с того детства, потому что я что-то сохраняла, а что-то потеряла, естественно. И вот благодаря коучу я вот вспомнила, какая я была, и я так захотела к этому вернуться, потому что это было такое счастье, это было столько радости, это столько было я, вот прям просто вот я. И я, конечно, для меня коуч это даже не сколько профессия. Я пошла не для того, чтобы приобретать профессию или там сертификат. Я пошла прежде всего исследовать, потому что, вы знаете, я социолог, я исследователь, у меня и компания исследовательская, я очень люблю задавать вопросы. В АУЦА, на факультете социологии, который я открывала, я всегда говорила, ставлю 5 автоматом зачет тому, кто задаст вопрос. Мне ответы не были столь интересны, мне всегда интересовали вопросы, насколько вот можно ставить вопросы, потому что это и есть, мне кажется, показатель и внутренней свободы человека, и накопленного опыта, и самое главное, желание идти вперед, поэтому же вопрос появляется интересным. Поэтому я так полагаю, где-то по природе, по желанию, по характеру, наверное, потому что дала мне семья. Я всегда к этому шла, и я очень рада, что я пришла, дошла, и сейчас я очень довольна. Я прям, знаете, вот даже я сейчас вспоминаю себя год назад, 2 года назад, или вижу, как новые сокурсники, которые только входят, потому что мы являемся еще и, я не знаю, там, помогаем и вот тоже отслеживаем их практики, даем обратную связь, это очень важно для профессионального роста. И я прям узнаю, что я была ровно год, вот точно такой. И я так рада, что я рада, я очень рада, что я расту, что у меня получается. Не все, я продолжаю работать, это не таблетка, это не магия, это просто возможность шикарная, которой ты можешь воспользоваться. Я хочу воспользоваться, я пользуюсь, и я буду идти дальше. Мне очень нравится, и я очень горжусь своими клиентами. У меня очень хорошее портфолио. Я работала с топами банков, руководителей IT. Представляете, с IT коучить, который тебя выбрал, женщину из Средней Азии, как коуча. И мы показали результат. Какая была обратная связь, меня это окрыляет, и я очень рада, что я на данном этапе своей жизни иду очень правильным путем. Отлично. Елена, что еще вы можете добавить к нашему разговору? Не знаю, мне кажется, что все-таки коучинг это новая философия. Да? Да. Я так глубоко в это погружена, и я вижу, что динамика, вообще вот тренд такой, даже человеческий тренд, он идет в сторону новых отношений. И у меня такое даже внутри ощущение такой миссии возможно, да, это не просто такая радость, да, но это очень важная какая-то такая миссия, которую я реализовываю в этом мире, да, и я вижу, как счастливы люди, и как они тоже с восхищением начинают работать как миссионеры. Мы очень много работаем бесплатно. Очень много. Мы столько поддержали программ, это просто невероятное количество. И я это делаю осознанно. Мы взяли большие проекты, связанные с образованием. И сейчас вот эти коммуникации, новые коммуникации вводим в школы. Конечно, там нет денег. Это вот прям наша тема любимая с Натальей. Да, ну вот видите, да. А мы это сделали осознанно. Вы не представляете, сколько времени мы туда тратим. Безусловно, это бесплатно, потому что в образовании нет денег. Но насколько это отзывается, как легко коучи идут. Вообще вот брось клич там вот в ICF, там, ребята, нужны помощники, нужны свободные руки. И там очереди выстраиваются. Все понимают, что это бесплатно, что это очень долго, бесплатно, но идут на это, потому что мы понимаем, что вот наша профессия, она как-то с опережением немного идет. И чем больше людей будут знать,
вот возможности новой коммуникации, тем больше людей будут счастливы. Я абсолютно с Айнурой согласна, да, но у меня вот помимо такой эйфории есть вот ощущение труда, да, вот есть возможность реализовать вот свою миссию, отдать что-то, оставить след после себя. Это надо реализовывать. У меня вот такие высокие сейчас мысли появились. Да. Спасибо вам большое. Надеюсь, что ваши планы реализуются, что будет развиваться коучинг, сертифицированный в нашей стране, что интерес пробудется, что вы выступите таким своеобразным менеджером, да, который просто проявляет, который у вас будет любопытство, люди пойдут дальше и начнут сами получать возможность, сами узнавать, где можно учиться дальше. Спасибо, что были с нами. С нами была Айнура Сагынбаева и Елена Селезнева. Люди, которые занимаются профессиональным коучингом, сертифицированные коучеры. Айнура, как я поняла, первый сертифицированный. В Кыргызстане, наверное, я больше никого не нашла, я искала. Если вы знаете таких, пишите в Да, комментариях. пишите, пожалуйста. Объединяйтесь. Да. А Елена это вот МСС, это вот я иду на PCC, а потом уже МСС это высочайший уровень, и таких людей очень мало, правда. Это очень большая работа. Это очень большая работа. Я уверена, что у вас все будет. Еще 2 дня в Бишкеке. До 24-го. До 24-го, так долго да, еще, да, значит, да, очень да. много Да. открытий предстоит. Да. Спасибо большое. Предстоит несколько интересных мероприятий, о которых редакция «Кактус Медиа» тоже расскажет. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. До До свидания. свидания.